Ингуши всегда славились мужеством, отвагой, силой духа и любовью к родине. Одним из таких был Рашидбек Ахриев, сын первого ингушского этнографа Чаха Ахриева. Именно о нем сегодня говорят на региональной научной конференции «Ингуши в истории авиации». Ахриев был дважды ранен в Первой мировой войне. Когда началась Великая Отечественная, Рашидбек Ахриев уже был опытным летчиком. Рашидбек Чахович Ахриев является первым летчиком из народов Северного Кавказа. Он является участником 2 мировых войн, пионером авиации Таджикистана, очень образованный, грамотный, знающий несколько иностранных языков, знающий в корне технику того времени. Самолеты иностранного производства, на которых он летал, он вызывал доверие везде, где бы он ни находился. И в его боевой биографии, которую можно разделить на 4 огромных этапа, есть такие яркие страницы, которые говорят о нем, как о мужественном защитнике своей родины. Где бы и когда бы он ни служил, в Первой мировой войне, в советской авиации, где бы он ни находился, он всегда оставался верным своему слову. На его счету десятки боевых вылетов в тыл врага. Рашидбек служил в составе летного отряда особого назначения. Бомбил вражеские укрепления, уничтожал эшелоны с военной техникой. Отряд Рашидбека Ахриева выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва, доставляя в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. Его родственники говорят, что Рашидбек был человеком чести. Его уважали и ценили многие. Он первый летчик среди кавказцев, он первый летчик среди Таджикистана. Его именем названы горы, ему ставили памятники где-то на стороне. Почему бы нам это не продолжить, эту хорошую, добрую традицию, чтобы мы знали своих предков, гордились ими и пытались бы равняться на них. Я считаю, что они достойны этого. Говоря о Рашидбеке Ахриеве, конечно же, нельзя не сказать и о легендарном летчике Сулумбеке Асканове. Висангирей Танкиев в своем докладе рассказал о подвиге первого героя Российской Федерации. Танкиев опубликовал более 170 научных статей, учебных пособий и книг по военной истории и истории ингушского народа. Особую популярность завоевала книга Висангирея «Миг генерала Асканова», посвященная близкому другу, первому герою России Сулумбеку Асканову. В своем выступлении я сегодня рассказал участникам конференции, какими качествами обладал Сулумбек и как ему удалось на протяжении своей короткой жизни, а когда он погиб, ему было всего 49 лет, успехи Сулумбека прежде всего основывались на его трудолюбии, на его целеустремленности, на его невероятной любви к своему народу, к авиации. Своих успехами был обязан ингушскому этикету. Честь, достоинство, благородство в нем были очень сильно сохранены. Именно все то, что лучшее есть в нашем народе, было у Сулумбека. Такие конференции необходимы для того, чтобы имена героев авиации как Советского Союза, так и Новой России были известны не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами, считает Нина Барахоева. Что же касается Рашидбека Ахриева, они намерены просить руководство республики назвать в честь него одну из вершин Джайрахского района и улицу в Магасе. Основная цель, которую сегодня мы преследовали, проводя эту конференцию, именно подчеркнуть ту роль, которую наши земляки выполняют в развитии этих отраслей в нашей стране. Это действительно большой вклад, и наши граждане, жители нашей республики должны знать, что у них есть и такие герои, и видимого, и невидимого, как называется, да, фронта. Люди, которые известны, как, допустим, Рашидбек Ахриев, и люди, которые занимаются и в конструкторских бюро, и авиационных, и космических. Сегодня, имея эту возможность изучать, знать, показывать и видеть то, что мы работали, вносили определенный вклад, развивали не только, скажем, то, что связано именно с нашим народом, но и определенную лепту внесли и в развитие, и в мировой истории, в частности, и российской, и кавказской. Это же наше все.
И это наше все должно быть известно в первую очередь нашей молодежи, нашему населению. В их честь названы улицы, аэропорт, открыты музеи, воздвигнуты памятники и названы вершины. Эти известные люди в своих перелетах оставили след на долгую память. Они не только связали свою жизнь с авиацией, но и были первыми летчиками Северного Кавказа. Рашидбека Ахриева и Сулумбека Асканова с нами нет, но подвиги этих бесстрашных людей бессмертны. Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24.